В одном из своих рисунков у нас Радик нарисовал логотип ангелов мира. Как это получилось? На самом деле история нашего логотипа имеет место быть. В течение 1,5 лет мы меняли несколько раз наш логотип, никак мы не могли его утвердить. И вот в один из дней я просто попросила Радика написать мне «Ангелы мира», и Радик в течение часа написал мне 2 буквы А, М. Давалось ему это, конечно, с трудом, да, но он смог это сделать. Мама как вот смотрела. Эта идея как раз легла в основу нашего логотипа, что обычным деткам написать слово «ангелы мира» не составляет труда, а людям, которые все-таки имеют спастику в руках, им достаточно сложно написать это слово, и по времени очень много занимает. И вот эта идея, она легла в наш логотип, и получилось у нас «Ангелы мира Бугульма». Коротко, легко, доступно и понятно. И история логотипа именно такая. И этот логотип мы защищали, получается, в Москве, в проекте про нее. Мы рассказали о создании нашего логотипа, получили бурные аплодисменты, потому что мы были единственными, которые положили основу именно творчества своего ребенка в нашем. В этом есть большое преимущество — увидеть родителю те моменты, которые выдает ваш молодой человек. Я сегодня Радику буду говорить, что он молодой человек. Когда-то он был еще ребеночком, сегодня он молодой человек. И вот это нужно увидеть. И то, что мы увидели, положили в основу нашего логотипа. Я так обожаю это слово «молодой человек». Расскажите нам о конкурсах, фестивалях, которые вы «Надежда, любовь». Фестиваль безграничных талантов и «Энергия звезд». И «Энергия звезд». Это 3 фестиваля, которые просто реально запали ему в душу. Ну и один еще из тех фестивалей, конкурсов, где мы с ним тоже принимали участие, это республиканский конкурс женской красоты, материнства и семьи Ничкаби. И там мы получили номинацию «Чудо-ребенок». И вот именно это чудо-ребенок, оно сработало. Понимаете? Когда ребенок услышал, что он чудо-ребенок, и неважно, здоровый он или там какие физические какие-то отклонения. Вот стоило только дать посыл на чудо-ребенок, когда чудеса случаются. И поэтому именно он действительно прожил и проживает это состояние чудо-ребенка. И оттуда раскрываются таланты. А наша главная задача, кстати, есть такой, да, известный Резади Фахриддин, у него один из афоризмов, вот именно раскрыть талант в ребенке. Смотрите, наша организация, на самом деле, там 5 семей, да, семьи все разные, и очень важно, когда вырастают наши молодые люди, дать им рабочие места. И здесь, конечно, в этой теме все время крутится, как бы, у меня такой посыл, да, к обществу, к нашим горожанам. Есть у меня такое пожелание. Когда вы видите вокруг себя людей, которые передвигаются на инвалидной коляске, посмотрите, может быть, им иногда нужна просто ваша помощь. Может быть, где-то переехать по ребрик. Может быть, где-то нужно просто помочь молодому человеку выйти погулять на улицу. И это тоже, наверное, один из будущих каких-то проектов. Был у нас такой посыл, мы когда-то его делали, айда гулять с Радиком, был у нас посыл. Сейчас просто время такое, что нужно себя просто победить себя. Ничего лучше, чем победить себя, нету. Выйти из зоны комфорта. Именно нам, родителям. Потому что можно сидеть с ними дома. Да. Можно всячески опекать. Можно по-разному опекать, но самостоятельными они просто не станут. И для этого им нужна вот эта вот свобода пространства, общение с друзьями. Да? Общение с друзьями обязательно. Будет год молодой, а старый уходит вдаль. Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечтала, спроси, загадывай и желай. И в Новый год, что вот-вот настанет, исполнит вмиг мечту твою. Что ты хочешь пожелать нашим бугульминцам? Дорогие мои бугульминцы, желаю вам
крепкого здоровья, счастья и любви, и здоровья. Пусть ваши мечты все сбываются.